Все. Здравствуйте, меня зовут Гусева Марьяна. Я ученица 8 класса Перевозинской школы. Моя работа называется «Изучение процесса и рецептов изготовления хлебобулочных изделий и мясных полуфабрикатов в промышленных объемах и в домашних условиях». Любая женщина в состоянии сделать более или менее вкусную выпечку для продажи, при необходимой условности для допуска к работе. Можно также рассмотреть изготовление мясных полуфабрикатов, и все виды данной продукции непременно будут качественными и экологически чистыми. Поэтому я провела исследование процесса изготовления рецептов хлебобулочных изделий и мясных полуфабрикатов в промышленных объемах и в домашних условиях и произвела расчеты по затратам. Цель исследования – исследование схемы производства хлеба и мясных полуфабрикатов в промышленных и домашних условиях, сравнение затрат на приобретение готовой продукции в магазинах и затрат на изготовление продукции в домашних условиях. Для этого необходимо решить следующие задачи. Изучить и рассмотреть имеющиеся технологические схемы производства продукции, которая могла бы обеспечить высокое качество изделий и конкурентоспособность на рынке. Произвести расчеты по затратам на производство в промышленных и в домашних условиях. Объекты исследования. Процесс и рецепт изготовления хлебобулочных изделий и мясных полуфабрикатов в промышленных и в домашних условиях. Методы исследования. Аналитические и экономико-математические расчеты. Гипотезы. Для женщин, проживающих в селе, не имеющих основной работы, имеется возможность открыть мини-пекарни и мини-цехов производства пельменей. Рецепт изготовления хлеба в промышленных условиях. Рецептура – это перечень и соотношение отдельных видов сырья, употребляемого для производства определенного сорта хлеба или хлебобулочных изделий. Для каждого сорта хлеба и хлебобулочных изделий, вырабатываемых по государственным стандартам, существует утвержденная рецептура, в которой указывается сорт муки и рассор каждого вида сырья. 1 килограмм на 100 килограмм муки. Эти рецептуры производятся из специальных сборников. В таблице дана утвержденная рецептура на батон нарезной из пшеничной муки высшего сорта массой 0,5 килограмма. На основании утверждающей рецептуры лаборатория Воткинского хлебозавода составляет производственную рецептуру, в которой указывается количество муки, воды и другого сырья с учетом применяемой на данном предприятии технологии оборудования, а также технологический режим приготовления изделий, температура, влажность, кислотность полуфабрикатов, продолжительность брожения и другие параметры. При составлении технологического режима обязательно учитываются хлебопекарные свойства муки и также условия производства. Воткинский хлебозавод производит булочки. Для производства булочек были разработаны следующие нормы. Нормативная затрата сахара 2 грамма на одну булочку. Нормативная цена на муку 3 рубля за грамм. Нормативная цена на выпечку 2 рубля за штуку. Нормативная трудозатрата 0,2 в цехе. Нормативная оплата труда 50 рублей за час в цехе. Нормативный коэффициент накладных расходов 60 рублей за час трудозатрат. Себестоимость булочки вышла 10 рублей 20 копеек. Рецепты и расчеты домашнего хлеба. Затраты на производство белого хлеба. Мука 400 грамм 8 рублей, дрожжи 55 копеек, сухое молоко 36 копеек, сливочная масса 3 рубля 20 копеек, сахар 31 копейка, соль 10 копеек, растительное масло 75 копеек. Итого 13 рублей 27 копеек. Видим, что себестоимость выпечки хлеба в домашних условиях выше себестоимости выпечки в промышленных условиях, но хлеб, произведенный на хлебозаводах и в магазине, продается по 20 рублей и выше. Тогда очевидно и то, что домашний хлеб получается дешевле, потому что берется во внимание только его себестоимость, не учитывается электроэнергия и время, затраченное на производство этого хлеба. Зато качество домашнего хлеба гораздо выше. Производство пельменей больших объемов. Основным сырьем для пельменей является мясо, мука, яйцо, лук, репчатый, соль, сахар, перец черный. В состав распространены следующие виды пельменей: русские, сибирские, столовые, закусочные, куриное мясо, овощное мясо, картофельное. Домашние пельмени практично физиологи предпочитают изготовление домашних пельменей. Здесь богатый выбор начинок и фирменные рецептуры на разный вкус. Если произвести нехитрый расчет себестоимости 1 кг традиционных пельменей, изготовленных в домашних условиях, то результаты будут таковы. Мука 25 рублей, требуется 400 грамм, 10 рублей. Яйцо 52 рубля, требуется 1 штука, 5 рублей 20 копеек. Подсолнечное масло 74 рубля, требуется 20 грамм, 1 рубль 48 копеек. Мясной фарш 274 рубля, требуется 300 грамм, 82 рубля 20 копеек.
соль 10 рублей, требуется 10 грамм, 10 копеек. Итак, себестоимость 1 килограмма пельменей домашних составляет 99 рублей 88 копеек. Промышленные пельмени обойдутся хозяйке 170 рублей за 1 килограмм. Именно поэтому с уверенностью можно заявить, что изготовление домашних пельменей более выгодно и практично. Технология изготовления этого кушания довольно проста. Пельмени, изготовленные в пельменной Воткинского завода. Все пельмени по цене Воткинского райпо. Воткинского райпо. Все пельмени по цене выше 150 рублей за 1 килограмм, сделаны из натурального мяса, без добавления растительной сои. Соя добавляется только дешевые пельмени. Такие правила руководствуются пельмени Воткинского райпо, находящимся в нашем селе Перевозное. Пельмени ручной лепки всегда привлекательнее для потребителей, так как они вкуснее и качественнее, в отличие от пельменей, произведенных на автомате. Поэтому как раз таки преимущество малых цехов, где используется исключительно ручной труд. Денежный оборот цеха, производящего всего 50 кг пельменей в сутки, может достигать 20 тысяч рублей в месяц. Из них прибыль может составлять 30-40 тысяч рублей. Заключение. При изготовлении схем производства хлеба и мясных полуфабрикатов в промышленных и в домашних условиях и сравнении затрат на приобретение готовой продукции в домашних и в магазинах и затрат на изготовление продукции в домашних условиях можно сделать вывод о том, что продукция, изготовленная дома, качественнее, вкуснее и дешевле, чем купленная в магазине. Но рассмотрев промышленные затраты на производство хлеба в больших объемах, я убедилась в меньших стратах на производство, то есть наблюдается экономия на масштаб производства. Все же для женщин, проживающих в селе, не имеющих основная работа, возможность открытия мини-пекарни или мини-цеха, производство имеет хороший способ получения дохода. Моя гипотеза подтвердилась. Правда, для этого необходимо провести маркетинговые исследования